4 года назад я стоял перед вами, совсем не зная район. Руководством республики принято решение направить на новый участок работы. Новый участок – это фонд соцстраха. Туда Павел Лоханов уходит с 4-летним стажем главы. Позади большие и малые стройки социальных объектов, дорог и развитие туризма. Камский судак при Лоханове стал брендом района. Ради этого глава даже спел. Раньше о Камском Усе никто не знал, и часто путали Камское Усе с Камскими полянами. А сейчас уже о Камском Усе знают. И в прошлом году Камское Усе по оценкам независимого туристического портала Твил вошло в 5 малых городов Российской Федерации по бронированию отдыха на летнее время. Жители района о смене главы догадывались. Сегодня информация подтвердилась. С населением работал, встречи проводил, с пожилыми работал, продвинутый такой был. Молодежную политику хорошо проводил. Вообще очень много новых объектов построено. Вот я, например, сам из села Старая Козеево. Там появился спорткомплекс. Этому рады все жители. Все осталось на том же уровне. Ничего не изменилось. Развил молодежное движение. Ведь молодые успешные. И плюс туризм – это его заслуга. На мой взгляд, ничего не изменилось. Преемник известен, и он в зале. Нашли его здесь же, в районе. Выбор пал на Наиля Вазыхова, гендиректора ремонтной базы флота имени Куйбышева. Кандидатуру предложил Рустам Миниханов. Наиль Альбертович за годы работы показал себя как профессионал своего дела, а социально ответственный руководитель, которому проблемы района известны не понаслышке. Надеюсь, при вашем содействии я, конечно же, смогу оправдать доверие президента. Одна из основных задач, которую поставил сегодня перед новым главой района Алексей Песошин, это оздоровление агропромышленного комплекса. Особое внимание должно уделяться небольшим хозяйствам. Кроме того, поддержка необходима малому и среднему бизнесу и сфере туризма. И это еще не все. Результаты должны оценить сами жители района. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Камское Устье.